Таксисту грозит 2 года лишения свободы за перевозку людей по закрытому автозимнику в Якутии. По сообщению пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в ноябре прошлого года обвиняемый на своей машине перевез из села Павловск в Мегино-Кангаласском районе в село Хатасы 3 пассажиров, взяв с каждого около 7 тысяч рублей. Отмечается, что мужчина знал об угрозе провала машины под лед и видел знак «Проезд запрещен». В отношении мужчины завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или 2 года лишения свободы. Еще один водитель может лишиться свободы на 2 года. В Горном районе возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В начале января инспекторы ДПС на одной из улиц села Бердигистях остановили машину под управлением 33-летнего местного жителя. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские провели проверку и выяснили, что мужчина ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение. В прошлый раз он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством, однако повторно сел за руль пьяным. Полицейские спасли 2 жителей Нюрбинского района Якутии. По информации МВД по региону, они выехали на канибазу и не могли вернуться домой из-за отсутствия топлива для снегохода. В дежурную часть обратились обеспокоенные родственники. Они рассказали, что мужчины 58 и 62 лет выехали на канибазу в отдаленную местность. В последнем звонке они сообщили, что у них закончился бензин для снегоходов, топливо для генератора, продукты, а скоро сядут аккумуляторы телефонов. После этого связь с ними прервалась. Отмечается, что в те дни в районе установились крепкие морозы. Полицейские преодолели 80 километров дороги на снегоходах и добрались до указанной местности. Мужчины благополучно вернулись домой. Дистанционного мошенника, обманывавшего якутян, задержали в Тюмени. Так, по сообщению регионального МВД, мужчина, находясь в Тюмени с мая по октябрь прошлого года, размещал в интернете ложные объявления о сдаче в аренду коттеджей и домов, расположенных в Якутске. При переписке он просил потерпевших перевести деньги в качестве предоплаты на указанные им счета и получал их через нелегальную торговую площадку. Оперативники задержали его в Тюменской области и доставили в Якутск. Отмечается, что установлены 15 эпизодов его преступной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба составила около 80 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия мужчина возместил его в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили подозреваемого в краже ноутбука из магазина в Ниринге. В полицию обратился сотрудник одного из магазинов цифровой и бытовой техники. Он сообщил, что с витрины магазина похищен ноутбук стоимостью около 40 тысяч рублей. Подозреваемым оказался безработный 37-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Находясь в торговом зале магазина, он присмотрел один из ноутбуков. Поскольку денег на его покупку не было, мужчина решил пойти другим путем. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник спрятал ноутбук под куртку и скрылся. В настоящее время похищенный ноутбук изъят, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские задержали грабителя в Якутске, об этом сообщает пресс-служба МВД региона. Житель микрорайона «Птицефабрика» заявил, что неизвестный открыто похитил его смартфон. Полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Выяснилось, что на одной из улиц города между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой пьяный злоумышленник вырвал из рук потерпевшего смартфон и сбежал. Похищенный он сдал в ломбард, а вырученные деньги успел потратить. За грабеж ему грозит до 4 лет в тюрьме. Бывший работник Укравтодор Владимир Местников получил условный срок по делу о получении взятки. По сообщению пресс-службы Якутского городского суда, он признан виновным в получении крупной взятки и приговорен к 7 годам лишения свободы условно. Отмечается, что Местникову назначили испытательный срок на 5 лет. Он признал вину в полном объеме. По версии следствия, Местников в сентябре 2016 года потребовал от генерального директора предприятия, проводившего дорожные работы в Усть-Майском Улусе, 600 тысяч рублей за беспрепятственную приемку работ. Управление автодорог Якутии приняло работы по уборке снега в сентябре с автодороги в Усть-Майском Улусе. Это решение одобрил ведущий эксперт отдела эксплуатации автомобильных дорог Владимир Местников, а подписал документы гендиректор управления Николай Сивцев. Однако следователи выяснили, что в это время в районе снега не было. В рамках этого дела в правительстве республики прошли обыски, после которых были уволены гендиректор Укравтодора Николай Сивцев, его заместитель Алексей Федоров и сам Местников. Немецкая полиция провела утром во вторник серию рейдов по всей стране и накрыла международную преступную группировку, занимавшуюся контрабандой людей. По данным издательства «Бильд», в операции приняли участие около 600 сотрудников правоохранительных органов. Полиция изъяла массу документации, в частности, из одного дома, расположенного возле оживленной трассы в деревне Твинстринген к югу от Бремена.
По делу проходят 19 человек сирийского, ливанского и ливийского происхождения в возрасте от 21 до 44 лет. Их подозревают в том, что они нелегально провозили беженцев из Сирии в Германию и другие страны ЕС за огромные суммы денег. Операции они осуществляли с апреля 2019 года и, по данным следствия, использовали так называемый «Балканский путь». Они транспортировали людей в машинах и небольших грузовиках. Правоохранительные органы натолкнулись на эту сеть почти полгода назад, когда поймали контрабандистов с поличным на трассе рядом с австрийской границей. Сейчас у них в распоряжении оказалось достаточно свидетельств для задержания других подозреваемых, включая и смартфоны членов группы. Немецкие власти работают над этим делом в тесном сотрудничестве с соответствующими службами других европейских стран и Интерполом.